ребята, интересно, вы тут живете почти на улице Беринга или даже с улицы Беринга. Вы знаете что-то про мореплавателя известного Витуса Беринга? Нет, я честно не помню. А в школе вы изучали или нет? Вот по географии пролив Беринга. Нет, еще не изучали. А как он? Витус Беринг, российский мореплаватель, родился 5 августа 1681 года. Ну, теперь будете знать, да, немножко про Витуса Беринга. Одна из не совсем примечательных улиц города Якутска несет имя великого мореплавателя Витуса Беринга. Именно благодаря его усилиям 300 лет назад началась экспедиция, результатами которой стала одной из важных географических открытий мирового уровня. Это был пролив между Северной Америкой и Евразией. В этой передаче мы попытаемся выяснить, почему же одна из улиц названа его именем. В этой книге собраны документы из фондов Российского государственного архива военно-морского флота, Российского государственного исторического архива, посвященные экспедициям, которые мы знаем как Камчатские экспедиции. Первая и вторая Камчатская экспедиция под руководством Витуса Беринга. В дальнейшем вышло 8 томов, где собраны основные материалы о работе этих двух экспедиций и в том числе о пребывании Витуса Беринга и его команды в городе Якутске и в Якутской области. Ну и город Якутск играл в этих великих экспедициях очень значительную роль, поскольку в то время являлся такой транспортной, логистической, административной базой, центром Северо-Востока, Дальнего Востока и американского континента. Как известно, в начале XVIII века деяниями Петра Великого Россия превратилась в Российскую империю, и повсеместно, по всей стране начался процесс модернизации, который так и носит название Петровская модернизация. И одно из главных составляющих этой модернизации стало понимание того, для того, чтобы стать великой державой, России необходима развитая промышленность, военно-морской флот и армия. Гений Петра в том числе и в том, что он впервые обозначил все эти проблемы, поставил задачи описания границ и картографирования территории России. С этими задачами связано создание Российской академии наук, которая, как известно, была создана указом Петра Великого 8 февраля 1724 года. Еще при жизни Петра I он подписал указ об организации экспедиции, которая должна была узнать, соединяется ли Азия с Америкой, и описать северо-восточные берега Российской империи. Как известно, в конце XVII века в результате Нерчинского договора с Китаем Россия была вынуждена уйти с территории Дальнего Востока, хотя там уже был построен острог Сваялбазинский, и шло освоение земель. И вновь на эти территории Россия вернулась только в середине XIX века. Якутск остался главным городом, центром и без малого форпостом освоения России, северо-восточных рубежей, и в дальнейшем, как я уже, наверное, скажу чуть позже, и северо-западной Америки. И именно здесь было средоточие всех сил, дорог транспортных, здесь был центр управления всей этой огромной территории. Экспедиция, которая получила название Камчатская, под руководством датчанина, перешедшего на русскую службу Витуса Беринга, отправилась из Петербурга в феврале 1825 года. Основной задачей было добраться до Охотска и построить там 2 бота, и на этих уже кораблях
и попытаться пройти ходом, обнаружить новые земли и, самое главное, разрешить вопрос о том, соединяются ли Азия и Америка. Первоначально всего было 34 человека в этой экспедиции, ну и уже изначально там было два руководителя, это Витус Беринг и Алексей Иванович Чириков. С экспедицией Беринга связано создание Охотского тракта. От Якутска до Охотска был проложен специально для этой экспедиции первый на северо-востоке тракт. С Охотска на Камчатку там построили бот «Святой Гавриил» и попытались на протяжении 2 лет, к сожалению, безуспешно, выполнить поставленную цель. Но Витус Беринг, конечно, это был не тот человек, который легко сдавался, если у него что-то не получалось. Прибыв в Санкт-Петербург, Витус Беринг загорелся уже новой экспедицией. Он проанализировал свой опыт, неудачи, и уже с планом, такой очень подробным планом, с хорошей, где большое внимание уделялось подготовке, в том числе хозяйственной, научной и так далее, он обратился в Адмиралтейство. К тому времени уже, это была эпоха дворцовых переворотов, уже несколько сменилось, и пока он добивался, несколько лет на это потратил, уже править страной стала императрица Анна Иоанновна. Она издала указ о создании второй экспедиции, которая получила название «Вторая Камчатская экспедиция». А вообще, конечно, Берингу очень помогли известные моряки, морские деятели. Это Иван Николаевич Кириллов, он не только моряк, он даже не сколько моряк, он сколько деятель такой очень известный политический, и Федор Головин. Как раз Кириллов, прежде всего, и Головин изменили план экспедиции. Они решили значительно расширить ее. Кириллов еще известен также своими письмами, работами по географии. Экспедиция получилась поистине масштабной. Самой главной задачей поставили перед ней описать все северное побережье Российской империи, начиная разделили всю территорию северную по бассейнам рек. Таким образом, получилось 5 отрядов, которые возглавили морские офицеры, молодые лейтенанты, мичманы. Второй отряд, конечно, во главе с самим Берингом и Чириковым, должен был как раз и решить вопрос, соединяется ли Азия с Америкой, если ей есть возможность постараться добраться до берегов Северо-Западной Америки. Следующий отряд, тоже морской, отряд под руководством Матвея Шпанберга, он должен был направляться в южную сторону и попытаться добраться до Японии через Курильские острова. И кроме того, особенность этой экспедиции была в том, что здесь был еще и совершенно особый так называемый академический отряд. Эта академическая экспедиция стала первой, крупнейшей, комплексной академической экспедицией этой новой Академии наук. В Музее истории и науки Якутии имени Георгия Прокопьевича Пашарина, где экспозиция рассказывает как единую историю, историю изучения Якутии с 18 века и до наших дней. Не случайно значимое место занимает тема камчатских экспедиций Беринга, поскольку в целом и в истории Якутии, и в истории России в целом эти события представляют собой такую целую эпоху, когда осваивалась Русская Америка, когда Россия не только вышла к своим восточным границам, но и стала не только точно наносить на карте границы своих территорий, но и стала изучать природу, население, народы, населяющие Сибирь, и в целом перешла к такому более глубокому изучению. В принципе, Вторая Камчатская экспедиция продлилась 10 лет, с 1733 года по 1743 год.
двигались большими очень обозами, были приданы к ним значит, солдаты, какие-то мастеровые люди. Например, с Берингом ехала его жена, дети. Часть из них проследовала в Охотск. Там построили дома, казармы, стали строить корабли. Основная масса осталась в Якутске. Что касается академического отряда, то Беринг им разрешил ехать самостоятельно. Самое главное, почти каждому профессору, будущему академику, был придан очень большой отряд студентов, которые очень помогали в работе. И академический отряд двигался медленно. Первую остановку завершил в Казани. Там создали метеорологическую станцию. Потом, значит, тоже большая остановка была в Екатеринбурге. В общем, по дороге, пока академический отряд двигался, он обследовал в научном отношении все близлежащие территории. Академический отряд возглавлял профессор, будущий академик Георг Фридрих Миллер. Наконец, прибыли все в Якутск и здесь обустроились. И получилось так, что здесь даже Беринг, как руководитель экспедиции, он прожил 3 года. И здесь вот, во-первых, он создал, то есть не создал, а построил в местности Тамма, это сейчас Мегино-Кангаласский район, Тамгинский железоделательный завод, где выплавлялись, готовились металлические изделия для кораблей. Кстати, как выяснили наши археологи, там руду железную местное население якуты добывали, оказывается, еще довольно долгое время, еще до экспедиции Беринга. То есть место было хорошо известно, и наши археологи там не так давно нашли именно якутские такие сыродутные печи и так далее. То есть видимо, собрав сведения от местных жителей, вот там создали завод. И он действовал на протяжении нескольких десятков лет, где-то вот до конца XVIII века. Студент Крашенинников был специально отправлен вначале в Кемпендяй, где описал вот эти кемпендяйские соляные источники, затем в Витим, где уже по другому заданию он исследовал места обитания соболя. Миллер нашел отчеты Семена Дежнева и доказал вначале, вот, скажем так, теоретически, здесь вот сохранилось в Российском архиве военно-морского флота его донесение, что он изучил и нашел такую отписку, что действительно возможен проход. Существует проход между Азией и Америкой. Получив такую уверенность на основании исторических документов, вот Беринг продолжил свои исследования. Мы знаем, здесь, что Петр I в том числе начал открывать эти вот цифирные школы. Одна из таких вот цифирных школ, называлась навигатская, была открыта в городе Якутске. Специально для подготовки будущих кадров, моряков. Да. Поначалу туда первоначально набрали подряд всех ребят казачьего сословия. Школа просуществовала недолго. Там были проблемы, что не могли найти вот программы, там достаточно сложно, учителей не хватало. У них там было, по-моему, в начале чуть ли не 50 человек, их потом стало гораздо меньше. Бич того времени это была цинга. Помните, что моряки особенно этим страдали. Биологи специально искали травы, которыми можно вот как употреблять в пищу, чтобы каких-то витаминов. И в том числе пытались даже, где-то вот они прочитали, что вот вино, что ли, вот можно было изготавливать. Кстати, и вот это, кстати, поставили потом вино Берингу. Вот. В Якутии работало 3 морских отряда. По реке Лени, отряд под руководством Василия Прончищева. Он должен был, доплыть до низовьев Лены и потом описать участок между Анабаром и Леной. Второй отряд Петра Лосениуса должен был описать участок между вот тоже низовьями Лены и до устья Яны. Далее уже должен был работать отряд Дмитрия Лаптева, устье Яна Колыма. И дальше вот там как раз были места, которые были заселены Чукотка немирными чукчами, так называлось. Чукчи все еще оставались непокоренным народом. Поэтому там вот специально предполагалось, что описывать будут со стороны моря. В Якутске были построены дубель-шлюпы Якутск и Иркутск, которые, соответственно, возглавили Василий Прончищев и Петр Лосениус. Они спустились до низовьев Лены, и разделились. Лосениус поплыл на восток,
но недалеко отплыл, в местности Хараулах, там разбил лагерь, зазимовал, а Прончищев доплыл до устья реки Оленек. Там тоже был вынужден зазимовать. На территории музея сейчас находится реплика исторического судна «Дубль шлюпки Якутск», на оригинал которого был построен в XVIII веке в городе Якутске непосредственно. Дубль шлюпка Якутск предназначалась для участия в западно-ленском направлении Великой Северной экспедиции под командованием Василия Прончищева. Задача этого отряда была исследование устья реки Лены и побережья Ледовитого океана от устья реки Лены до устья Енисея. В течение нескольких лет, собственно, эта задача была выполнена. Сначала под командованием Василия Прончищева, а потом под командованием Харитона Лаптева. Дубль шлюпка Якутск дошла до полуострова Таймыр, до самой северной точки России. Правда, Прончищев погиб в ходе этой экспедиции, дубль шлюпка затонула в 1742 году, но, тем не менее, основные задачи экспедиции были выполнены. Исследовано и нанесено на карту впервые северное побережье Российской империи. Это такая экспедиция всемирного фактически значения была. Экипаж дубль шлюпки Якутск, он, в принципе, хорошо известен, буквально по именам. Собственно, экипаж дубль шлюпки Якутск, 42 человека. Это парусно-гребное судно. Тип дубль шлюпка достаточно распространен в первой половине 18 века. Было очень много таких кораблей, использовалось на Балтийском и на Черном море. Но в Сибири их строили в 18 веке для научных целей. И дубль шлюпка, которая была на Тихом океане, она входила на Аляску и в Японию. Известна история, что с Василием Прончищевым отправилась в зимовье его супруга. Долгие годы считалось, что ее звали Мария, но в конце 80-х годов прошлого века краевед и архивист Владимир Богданов Калужский установил, что он обнаружил в архиве документы, что с Василием Прончищевым отправилась его жена Татьяна. Потом это все нашло подтверждение уже и в других архивных документах. И таким образом узнали, что на самом деле и так она звалась Татьяной. В принципе, Владимир Федоров знает, что она Татьяна, но он решил сохранить эту красивую легенду. До сих пор для меня загадка, как разрешили женщине отправиться в такое арктическое далекое плавание. У писателя Федорова, драматурга, автора этой пьесы, есть своя такая красивая легенда, что действительно было запрещено, но там какие-то мистические моменты, что в конце концов Беринг разрешил, что там есть что-то привидел, что она должна быть как ангел-хранитель, как оберегающий моряков, что ли. Но вообще, я хочу сказать, что еще наш выдающийся исследователь Владимир Виза в свое время еще в начале, даже в конце 30-х годов, в начале 40-х, у него есть известная очень работа «Моря Советской Арктики», где он описывает исследования всех наших арктических морей. Там он впервые написал о том, что вообще-то первой полярной путешественницей была не Татьяна Мария Прончищева, а еще в 17 веке впервые совершила такое путешествие. Безвестно, к сожалению, имя ее пока еще мы не нашли, но оно не сохранилось в истории. Безвестная якутская жонка Федота Попова. У Дежнева как раз есть в его этой отписке как раз этот сюжет, когда они добрались до берега, перезимовали, обнаружили там коряк и отбили у них якутскую бабу Федота Попова. И она рассказала о судьбе своего мужа и своей экспедиции. Дальнейшая судьба неизвестна, но после Виза действительно серьезные исследователи, арктиковеды, они всегда отмечают, что первая вообще-то женщина-полярная путешественница была наша соотечественница якутка. Не только экспедиция Беринга, но и все последующие экспедиции. Экспедиция Беринга, наверное, была одной из самых многочисленных. Вообще, без помощи местного населения она бы не состоялась. Грузы перевозились на лошадях. Есть данные некоторых наших историков, что просто сотни тысяч лошадей пали
вот пока перевозили грузы. Охотский тракт того времени очень сложный. Причем приходилось перевозить 40-50-градусные морозы. Там же проходит по очень становой хребет, да, вот эти вот. Потом тогда еще вот этих ямских станций же не было. И первоначально именно перевозки разложили на местное население. И на лошадях, потом на оленях. Очень много пало тогда лошадей, и в том числе вот, когда у нас была вот ясачная реформа, в том числе и наши ездили это наши вот ходаки Алексей Аржаков, да, Сафрон Саранов и так далее. В том числе они ставили вопрос о том, чтобы вот это бремя, этот налог, который был возложен на местное население по перевозке грузов, бесплатно, причем абсолютно для экспедиции, было как-то снято или хотя бы была какая-то оплата. Это первое. Во-вторых, конечно же, уже тогда при строительстве кораблей стали применять труд якутских плотников. Вначале, конечно, часть плотников привезли из Санкт-Петербурга, но основная масса это были наши люди. И потом уже, когда в последующем осваивали Русскую Америку, лучшие плотники, основные плотники это были якуты. Вообще они считались лучшим плотником. Вот специально их туда привозили, есть документы, чтобы они там строили корабли деревянные. Ну и, кроме того, конечно же, обеспечение продовольствия, мясо, потом уже, конечно, с конца 17 века в некоторых местах Якутии стали засевать хлеб, но его тоже было не так много. Опять-таки одежда в наших суровом климате, только без теплой меховой одежды, которую тоже, опять-таки, поставляли местные жители. Опять-таки, они шили. Без этого тоже невозможно было ни в одной полярной северной экспедиции. До вот этой экспедиции, до того, как якуты стали перевозить грузы по Охотскому тракту, у якутов не было саней. В основном все вещи перевозились верхом. А потом вот как бы переняли сани для того, чтобы перевозить большое количество и крупные грузы. Но, правда, здесь якуты внесли определенные новшества. И вот все-таки считаются они там якутский тип саней. Я не буду тут объяснять, там есть особенности. Но вот это они как раз в хозяйстве якутов они появились после камчатских экспедиций Беринга, где они были грузчиками. И вот в это время действительно как бы случился такой прорыв, сильно интенсифицировалось движение вот в сторону Охотска. Ну и в дальнейшее время очень много грузов перевозилось на Охотск, и в частности и якутские улусы и наслега очень сильно занимались этой перевозкой грузов. Это была одна из повинностей, и можно даже сказать, что и история якутского народа даже она как бы во многом обусловлена вот этой, так сказать, функцией или миссией по обеспечению грузами вот Тихоокеанского флота России. В эти же примерно годы очень активно начался процесс христианизации. Тоже в том числе с этими отрядами ездили священники, попутно они проводили крещение. Кстати, распространенная фамилия на Колыме Лаптев, она как раз происходит от Дмитрия Лаптева. И вот я помню, читала отчет лейтенанта Врангеля начала XIX века. Он написал, что я встретил старика, крестника, капитана Лаптева. Тогда угол Петровского и Жиркова – это как раз то место, где находился первый острог якутский. В 1684 году, когда перенесли, значит, с того берега Лена, вот именно в этом месте. И вот здесь, кстати, одна из башен стояла. И его называли прямо по документам Якутский Кремль. Значит, тогда же здесь был построен храм, и в начале XVIII века, именно по указанию Петра I, был построен первый каменный собор. И остатки собора кафедрального Троицкого, сейчас, правда, он весь в лесах, да, ремонт происходит. Вот
вот можно видеть. Это действительно единственное сохранившееся до настоящего времени. Точно мы знаем, что это здание 18 века. Вот, да, к сожалению, от Якутска 18 века практически ничего не осталось. Единственная вообще фактически постройка города Якутска современного, которая напрямую связана со временем, когда в городе Якутске находилась Великая Северная экспедиция. Это Троицкий кафедральный собор каменный, который сейчас находится на реконструкции, к сожалению. Но можно совершенно уверенно сказать, что этот собор во времена Беринга, то есть в 30-е и 40-е годы 18 века, стоял на этом месте в городе Якутске. И совершенно точно вот офицеры экспедиции, сам Беринг абсолютно точно бывали в этом соборе. С этим же собором связана достаточно известная история про венчание Степана Крашенинникова, который являлся членом так называемого академического отряда Великой Северной экспедиции. В будущем это был великий исследователь Камчатки, но до того, как уехать на Камчатку, в городе Якутске он женился, и происходил этот обряд как раз вот в этом Троицком кафедральном соборе. Здесь же находились главные, скажем так, органы управления Якутским уездом, и по каким-то казенным государственным надобностям Беринг тоже обязательно ходил вот по этим вот местам, где я сейчас стою, и ходил и в воеводскую канцелярию, и на прием к воеводе по разным надобностям, потому что надо помнить, что Беринг в городе Якутске прожил около 3 лет, подготавливая вот базу для будущих экспедиций. Мы находимся в центре города, это вот вдоль озера, сейчас называется озеро Теплое, Логовое, вот часть Залог, это все старинная, конечно, часть города. И где-то вот в этом районе и жил Беринг. Известно, что он жил в доме Борисова, но пока мы не можем точно установить 2 дома, которые принадлежали Борисовым. Вот один из них располагался на месте, где примерно вот сейчас находится городская классическая гимназия, да? А второе где-то находилось вот на углу проспекта Ленина и вот Крупской. Значит, наш город начинался со стороны вот Залога, потому что вот, например, улица Дежнева это раньше называлась Иркутская, потому что там завершался Петербургско-Иркутский тракт. Мы знаем, что ссыльные 17 века, они вот жили, вот наиболее известная из них, графиня Бестужева, ее дом, например, находился на том месте, где сейчас стоит мединститут. Я сказал, центр жизни города тогда был вот здесь, вот на этом месте. А, возможно, какие-то дома, которые выделили им для постоя, находились на территории современного Залога, то есть это вот в той части города. Как мы помним, в городе Якутске находились верфи, где было построено 2 корабля: дубль-шлюпка Якутск и бот Иркутск. Это совершенно точно берег реки Лены, соответственно, направление вот это. Вот, совершенно точно они ходили, главная дорога была и остается сейчас проспект Ленина на улице Большая до революции, соответственно, вот от Острога до Спасского монастыря, вот в том направлении. Так, еще куда можно? Еще можно вспомнить о досуге. Да, вот были так называемые питейные дома, они прямо на плане обозначены, и вот один из этих питейных домов был где-то вот тоже в окрестностях Острога, если я правильно помню, вот где-то на этой вот территории. Если мы возьмем вот наши 2 отряда, основных отряда Фрончичева и Лосиниуса, к сожалению, большая часть команды во главе с командирами погибла в первый же год зимовки, причем от цинги. Но если все-таки команда шлюпа «Якутск» понесла небольшие потери, и затем под руководством штурмана Семена Челюскина она вернулась обратно, а Челюскин продолжил исследования, и вы знаете, что после того, как они не смогли все-таки морем до конца пройти, описать до Енисея, да, дальше, он прошел пешком, они писали сухопутно, и Семену Челюскину принадлежит, конечно, честь открытия самого северной точки Евразийского континента. Команда же Петра Лосиниуса на шлюпе «Иркутск»
становилась местность Харах-Улах, и в первую же зиму они практически все умерли от цинги. Но, тем не менее, задачу нужно было выполнять, и затем возглавили, значит, команды Харитон Лаптев, то есть как раз имя двоюродных братьев Лаптевых у нас на карте тоже запечатлено в виде моря, да, Лаптевых. Дмитрий Лаптев был, значит, как-то вот больше ему повезло, он продолжил, он закончил свои исследования. Что касается, собственно, самого нашего командора Беринга. Значит, они, значит, много работали, но, как часто очень бывает, вошли, так скажем так, в конфликт с местными властями. Потому что, конечно же, Беринг требовал людей, Беринг требовал какие-то запасы, Беринг требовал там организацию работы. Что-то местные власти дать не могли, ну а что-то просто, может быть, и не хотели, потому что тогда система была достаточно сложная. Опять не будем исключать и такие моменты, как коррупция и так далее. И бесконечно пошли жалобы на Беринга, что он не выполняет задания, что вот он тут в Якутске прохлаждается и так далее, и так далее. Вплоть до того дошло, что пришлось Берингу отправить, например, жену обратно в Россию. И поступило предписание срочно все оставить и непосредственно отправиться ему в Охотск и на Камчатку для того, чтобы приступить непосредственно к исполнению задания. Хотя Беринг и говорил, что для того, чтобы все было выполнено четко, нужна все-таки хорошая подготовка. В принципе, он, как показало время, он оказался прав. Но, тем не менее, значит, кораблям Беринга, Чирика, удалось тогда достичь Алеутских островов и тем самым все-таки доказать, что существует пролив между Азией и Америкой. Уже на Аляску тоже другие его отряды, возвращаясь обратно, тоже знаете эту историю, попали в шторм, были вынуждены, корабли были разбиты, были вынуждены зазимовать на островах, которые получили потом название Командорские острова. Остров Беринга конкретно, где, к сожалению, в ту зиму он и скончался. Весной оставшаяся команда из остатков корабля разбитого плавника что-то вот соорудили корабль и добрались до Петропавловска. Еще один отряд морской под руководством Шпанберга, они достигли Курильских островов, и в том направлении тоже продвигались, но территории Японии не достигли. Но там они, конечно, столкнулись с достаточно сильным таким вооруженным сопротивлением. Вот до сих пор не очень недооценен вклад академического отряда в изучение нашего края. Да? Они должны были, все эти академики, до конца плыть с Берингом. Очень хотели изучить там и флору Америки, Курильских островов. Но здесь, конечно же, из-за того, что очень не хватало продовольствия, все было очень ограничено. Поэтому, например, Беринг запретил покидать Якутск вначале, а потом вообще отправил в Иркутск Миллера и Фишера. Разрешил только поехать с собой студенту Крашенинникову. Должен был ехать еще академик Гмелин. Гмелин дал очень подробную инструкцию. Это наш знаменитый, конечно, ботаник, биолог. И в результате Степан Петрович Крашенинников, кроме того, кажется, сам по себе яркий, блестящий человек был, и, наверное, единственный из всех, который начинал экспедицию студентов, а закончил он профессором. То есть постепенно за выдающиеся заслуги, достижения он получал такое повышение. Наиболее известный труд, конечно, его – это описание земли Камчатской, которую он описал практически во всех отношениях. Экологической, этнографической, географическом. Один из таких классических трудов. Степан Петрович Крашенинников стал первым русским академиком. Кроме того, вернувшись в Санкт-Петербург, он, кстати, был первым ректором Санкт-Петербургского университета. В составе академического отряда работал также и второй русский академик, русский имеется в виду по происхождению, Андрей Дмитриевич Красильников. Сюда он приехал учеником астронома Делили де ля Крайера.
Академиком, конечно, он стал позже, уже после возвращения, но факт, что здесь провел исследования, и потом в Якутске он был еще несколько раз. Специально сюда приезжал, например, для проведения исследования прохождения Венеры. Да. Делиль-де-ля-Крайер тоже мало как-то оцененный. Плыл с отрядом, с морскими отрядами, доплывал до низовьев Лены. Он зимовал в местности Сиктях, оттуда он первый исследовал оленек и так далее. В общем, практически он всю территорию Якутии, и кроме того, он добрался-таки, только двоим ученым разрешил Беринг поехать с ними. Это был Делиль-де-ля-Крайер и Георг Стеллер. Стеллер, кстати, был также с нашим этим командором и достиг берегов Америки. Там провел исследование и также зимовал вместе с ним. Но он выжил и вернулся, к сожалению, правда, умер на обратном пути в Россию, в Томске. Он открыл новое животное, которое называлось морское животное, корова Стеллера. Считалось, что, почему его так назвали, потому что мясо по вкусу якобы было совсем как говядина, настолько оно было вкусным. Но, к сожалению, этого морского животного не сохранилось, потому что именно за его мясо его истребили. Вообще, конечно, проведение экспедиции в то время это было очень не просто героическое, но и очень тяжелое время. Даже если говорить об академическом отряде, 2 академика умерло. Тот же Делиль-де-ля-Крайер погиб во время экспедиции, и на обратном пути в Томске заболел и умер Стеллер. Причем это были все молодые люди. Например, командир, то есть начальник академического отряда Георг Миллер, когда отправлялся, ему было всего 27 лет, например. Всем тоже так где-то, около 30 там, и меньше. Да? Но зато по размаху работ, бесспорно, история Сибири, история плаваний россиян в арктических морях, это все, конечно, выдающиеся труды, которые оставил Миллер. И другой, конечно, его для нас, особенно якутян, неоценим его вклад в том, что благодаря тому, что он со своими учениками полностью переписал документы Якутского архива, они сохранились для истории, потому что позже, в конце XVIII века, архив наш сгорел. Только благодаря тому, что существуют так называемые портфели Миллера, все эти документы по нашей истории, они сохранились. Сейчас они хранятся в Москве, в Российском государственном архиве древних актов, в фонде Миллера. Многие уехали, конечно, молодые, действительно не холостые люди. Например, Миллер потом, когда его Беринг из Якутска отправил, он еще год или 2 прожил в Иркутске, он там женился. А в Якутске женился Делиль-де-ля-Крайер на местной, но, очевидно, она все-таки из казачьего сословия, ее звали Мария Татаринова. Сохранились письма на французском языке. Он очень мечтал, писал сестре во Францию, познакомить, ему писал Маруся, моя любимая. У них родился сын Николя. Матери удалось дать ему образование, даже потом подтвердить его дворянство. И Николя Делиль-де-ля-Крайер потом работал на уральских заводах. Но зато живы потомки другого участника. Чуть позже, где-то в 1735, по-моему, сюда прибыл академик Гмелин со своим помощником, бывшим шведским военнопленным Яковом Линденау. Кстати, Линденау принадлежит одной из первых таких этнографических исследований о якутах. Очень много описали они. И потом он остался в Сибири, и есть его потомки, которые носят фамилию Ленденевы, их очень много, и тоже благодаря исследованиям наших историков им удалось восстановить свое происхождение, и, конечно, они очень гордятся. Но они, в принципе, потомки этого шведского военнопленного, в конце они уже стали чуть ли не крестьянами. Про Стеллера это что рассказывать? Что к сожалению, будучи в экспедиции, он пристрастился. Я не знаю, насколько это правда или нет, якобы остроумные тамчане на могиле написали, что русскому веселье, то немцу смерть, что ли, что-то, я не знаю, насчет. В первую очередь погибали офицеры. А выживали только те, кто не стеснялся работать физически наравне с матросами, солдатами. Да? Он описывал как раз их зимовку на Командорских островах. Да? И, во-вторых, есть простую пищу.
в том числе сырую где-то и так далее. То есть таким образом они... Вот выжили только эти люди. Самое главное значение, что впервые были составлены карты всего северного побережья и северо-восточного побережья. Правда, они были секретными. В Европе они не были известны, поэтому, конечно, там достаточно долго, почти до последней четверти XVIII века, еще не были уверены, соединяется ли Америка с Азией. Но затем в Академии наук были опубликованы карты на русском и французском языке. Ну, в какой-то степени это было связано с тем, что вот один из братьев Деля-Крайеров, Николя, он уехал из России и забрал с собой карты. Поэтому был объявлен там врагом народа, и очень долго, конечно, его имя как-то вот, ну, не очень хорошо упоминалось, как он, чуть ли не шпионом его выставили. Вот он эти карты вывез и публиковал. Но сейчас тоже пересматривают, потому что большинство карт, тоже был очень большой пожар в архиве Академии наук, сгорели. И вот карты сохранились благодаря тому, что Деля-Крайер в свое время перепечатал. То есть, видите, подход может быть разный. Часть материалов была засекречена, и не только потому, что это связано было там, с границами, с морскими какими-то документами, но и то, что получилось так, что участники этой экспедиции, как и основных отрядов, ну, командный состав, конечно, так и академического, были в основном немцами, ну, или вот французами. У нас, к сожалению, особенно вот в XX веке, было достаточно такое негативное отношение, ну, в силу политических причин. И, например, того же Миллера работы стали там печатать, у него было очень много неопубликованного, Стеллера, ну и даже вот материал этой экспедиции, это только в 90-е годы, то с большой помощью с германской стороны. При этом в Германии к ним тоже было отношение отрицательное, потому что они все были подданы Российской империи. Поэтому и Миллер, и там Фишер, и прочие, да, Стель, они считаются российскими учеными, для немцев считались. А у нас их считали, поскольку они этнические немцы, их считали немцами. Что касается Деля-Крайера, вот в начале даже 21 века какие-то поменялось отношение. И очень многие документы, если с немецкого еще вот благодаря немецкой стороне как-то перевели, то, например, документы Деля-Крайера на французском написаны, хранятся, они еще не переведены. А при этом у него очень много описаний, путешествий, отчетов именно по Якутии. И вот в прошлом году мы с моим коллегой Ильей Эдуардовичем Васильевым работали в Санкт-Петербурге в рукописном отделе, там в РКВМФ, много нашли документов Деля-Крайера. Ну вот это еще ждет своего перевода и своих исследователей.